На 7 холмах, как Рим и Москва, почти на 15 километров он растянулся вдоль Сысолы, первый населенный пункт в России, начинающийся на букву «ы». Как вы уже догадались, мы сегодня в селе Ыб Сыктывдинского района. Село Ыб состоит из 13 маленьких деревень. Согласно официальным источникам, оно возникло в 1586 году. Однако Ыб упоминается уже в легендах о Стефане Пермском. Якобы местные жители одной из деревень Ыба закидали миссионера камнями, когда тот приплыл к берегу на проповедь. В наказание Стефан прозвал ее худой деревней. Так она и называется по сей день – Худой Крест. Но исторических документов об этой встрече нет. Кстати, ыбские легенды о миссионере перекликаются с усть-вымскими. И тут и там присутствует береза. Но в отличие от вымской, ыбская береза до сих пор стоит на месте, несмотря на то, что в природе они живут не более 150 лет. Считается символом того времени, когда в наших местах был Стефан Пермский. Якобы вот с Памом именно в этом месте они и соревновались тогда, что Стефан Пермский рубил, да? И Пам, кровь с березы лилась, и она снова восстанавливалась. Вот это место, священным считается, да. Вот место сруба, якобы остались раны от этого соревнования. Видите, как она причудливо потом разрослась, но все-таки растет и дает листву, и все, то есть не погибла. Вот. Мхом поросла, живет и дальше. И говорят, что надо прикоснуться, подержаться, загадать желание. Все, кстати, желания у нас, которые загадываются, их никому нельзя рассказывать, они обязательно исполнятся. Считается, что село Ыб началось с 2 холмов, где сейчас стоит деревенька Кармельк. В переводе с коми языка «городище на холме». И все село наше расположено вдоль реки. Сейчас оно поднялось выше, а раньше деревни шли прямо по реке Сысоли. И вот на этих 2 холмах жили наши предки, которые назывались Чуть. На Кармельке было 2 городища, которые располагались на соседних холмах. Здесь жили ловкие, смелые и сильные люди. Чтобы показать свою удаль, жители перекидывали свои палицы с одного городища в другое. Жилищем для чуди служили землянки, крыша которых держалась на столбах. Чуть, когда не принимала что-то новое, то она строила навес, ставила на столбы, и потом они со всем скарбом, с детьми все заходили и заживо себя хоронили. Ямы от землянок сохранились до наших дней. В народе их называют чудьгу или чудские ямы. Говорят, если бросить камень в яму, то можно услышать крики и стоны тех людей, которые похоронили себя заживо. Но делать это надо ночью. В темное время суток здесь происходят разные аномальные явления. Местные утверждают, что ровно в полночь на дороге рядом с Кармельком глохнут моторы машин или выключаются фары. Биологи говорят, что в этом месте растут все растения, кустарники, деревья, которые есть в Республике Коми, кроме болотных. Богатая растительность привлекает животных и птиц. Под одним из холмов останавливаются на ночевку лебеди, когда летят с севера на юг и обратно. Здесь прорастает трава такая, рдест называется. Лебеди питаются ею и набираются сил, они могут долететь до юга. Лет 6 или 7 назад одного лебедя убили, и несколько лет не прилетали лебеди. Но вот уже 2-3 года снова они на этом месте ночуют и останавливаются. А вот люди набираются сил водой из святых источников. Впрочем, говорят, и воздух здесь обладает целебной силой. А все потому, что в этих местах много можжевельника. В списке достопримечательностей Ыба значится целебное можжевеловое озеро. От села его разделяет небольшое болото.
добраться к нему можно только со стороны реки. Так что целебный водоем туристам пока недоступен. Те, кто бывал в Ялте, знают, что там растет можжевельник. В тех местах построены санатории. Люди излечиваются, особенно дети, от туберкулеза за полгода без лекарств. У нас есть точно такое же место. Но оно не обихожено, не обустроено. Место считается таинственным. Можжевельник – уникальное растение. Произрастает он в экологически чистых местах и живет до 600 лет. Он содержит много бактерицидных эфирных веществ. 1 гектар можжевелового леса в сутки способен очистить воздух целого большого города. Вот это и есть можжевельник. Ягодки еще не созрели, они будут черные, такие терпкие на вкус, но пока они вот зеленые. А их можно есть, да? Их можно есть, они тоже полезные. Еще говорят, вот можжевельник, он изгоняет злых духов. Да, нечисть, это тоже применяли. Вот начинает созревать. Здоровья набираемся. Сейчас ягод наедимся можжевеловых, потом рдеста найдем. И смотришь, на югу летим. Полные сил. Далеко улетать не будем. Следующая остановка – деревенька Каргард. Название из коми языка переводят по-разному – город-могила или город-дом. Здесь крутой обрыв, и где работают ученые, ведут раскопки постоянно и находят останки древних вымерших животных. Я нахожусь на дне Северного моря, плескавшегося здесь миллионы лет назад. В те времена здесь жили такие причудливые древние животные, как плезиозавры. 165 миллионов лет назад почти вся территория Республики Коми была морем, на берегу которого росли субтропические деревья, а на пляж, где летом загорают местные жители, вылезали погреться плезиозавры. Судя по отложениям в Каргарде, вода в этих местах кишела древними существами. Здесь обнаружили настоящий берег скелетов, зубные пластинки химеровых рыб, кости древних рептилий, плезиозавров и ихтиозавров. Плезиозавры, они современных аналогов, наверное, не имеют. Самый близкий их современный аналог – это тюлени, которые периодически выползают на сушу. То есть они живут на границе моря и суши. Их особенностью являлась длинная шея. Ихтиозавры из Каргарда были достаточно большие. Они напоминали современных дельфинов. Это тоже вторично перешедшие в воду позвоночные. Их предками были рептилии. Но и они сами, собственно, тоже рептилиями являются. Эти места называют настоящим аквапарком юрского периода. Кроме рептилий, здесь жили и другие морские обитатели. Например, древние моллюски, предки современных кальмаров и осьминогов. Ныне здесь протекает река Сысола, и о древних обитателях напоминают только камни. В народе гульчунь или чертов палец. Чертовы пальцы как раз являются останками древних, полностью вымерших моллюсков-белемнитов. Известно, что у них было кальмароподобное строение тела, плавники и 10 щупалец. Но есть места, где прямо вот как будто специально насыпано. Пойдешь, наберешь целую корзину. Потому что свойство этого гуличунья имеется такое, что мы применяем вместо стрептоцида. Можно потереть ножичками или друг от друга. И порошочек, который заживляет раны, не остается шрамов. Мы уже проверили на себе. Особенно сейчас, когда вот с борщевиком такие проблемы. Много ожогов, ожог залечивается только этим, без следа. Ыб – уникальное село. Он может удивить даже самого искушенного туриста. Святые источники, старинные часовни, исторические места. 7 холмов хранят множество тайн. Сюда стоит вернуться не только для того, чтобы их разгадывать, но и для того, чтобы просто полюбоваться местными красотами с высоких холмов. Что касается нас, то мы сюда еще обязательно вернемся.